В Рицинском реликтовом национальном парке дорожные работы начались с 15 километра. Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 25 километров. На данный момент уже уложено больше 2 километров дорожного покрытия. Ремонтные работы проводятся в наиболее сложных участках с 15 по 42 километры, то есть до самого озера Рица. Прежде чем приступить к работам, специалисты произвели фрезеровку старого покрытия дороги и уже затем приступили к асфальтированию. Ширина дорожного покрытия варьируется от 6,5 метров до 8. Толщина укладываемого асфальта 5 сантиметров. Ремонт проводит Гудаутский строительный комбинат. Вся необходимая техника у них есть. Работа в Рицинском реликтовом национальном парке проводится за счет собственных средств и составляют 30 миллионов рублей. Определенное время не ремонтировалась, на таком уровне не проводилась работа, и поэтому дорога пришла в негодность, просто в негодность пришла. Покрышки рвались, туристы жаловались, наши водители автобусов жаловались, и мы пришли к тому мнению, что это необходимо. Ремонт выглядит так, он и не ямочный ремонт, и не сплошное покрытие, что-то вроде середины такой, где-то большими квадратами будет вырезаться, фрезероваться и будет класться новый асфальт, а где-то ямочный работа. Дорожные работы, конечно же, создают неудобства автомобилистам, которые едут на озеро. Возникают небольшие пробки, но сотрудники госавтоинспекции регулируют движение. При благоприятных погодных условиях асфальтирование дороги будет завершено до конца мая. Также в нацпарке с 14 километра приступили к обрезке деревьев, нависающих на проезжую часть. Это необходимо для улучшения видимости. Силами инспекторов лесного хозяйства на сегодняшний день проводится очистка дорог, обочин, то есть срезаются деревья, срезаются все лишнее, то, что могло бы помешать сегодня автобусам, машинам легковым. Планировалось это все закончить, дойти до Рицинского озера еще до 1 мая. Но, к сожалению, погодные условия нам немножко помешали. Но ничего страшного в этом нет, мы все успеем. Нельзя не заметить, что территория Рицинского реликтового национального парка преображается. Незахламленные мусором и бытовыми отходами обочины дороги свидетельствуют о том, что соблюдение чистоты на территории парка в приоритете. Более того, бордюры и стены вдоль дороги, уже много лет покрытые мхом, вычищают и моют. На территории Рицинского реликтового национального парка, безусловно, основными объектами посещения туристов являются озеро Рица, Голубое озеро, горные водопады Ауатхара, перевал Пыв, озеро Мзы. По дороге на Ауатхару на первой смотровой открывается потрясающий вид на озеро Рица. Это излюбленное место туристов. Однако сейчас въезд сюда закрыт, потому что здесь ведутся дорожные очистительные работы. Именно в этих местах зимой очень часто сходят лавины, из-за чего дорога на Ауатхару портится. Возникают ямы, а кое-где и оползни. Сейчас здесь идет расчистка дороги от больших камней и ее присыпка. И уже совсем скоро будет открыт путь на первую смотровую, а затем и на вторую. В сторону Ауатхары мы планируем продвигаться уже в течение 7 рабочих дней. Открытие этой дороги ждут не только отдыхающие, но и наши местные жители. Хоть дорога на Ауатхару и закрыта для автомобилистов, в момент съемок мы встретили здесь группу туристов из Подмосковья, которые совершили пеший поход из села Псху на Рицу. Перевал через снег, когда мы идем сутки под ливнем, все насквозь мокрые и не видим конца вот этому снегу. Пожалуй, это самое яркое. Невероятно красивая страна. Я здесь в 3-й раз, и каждый раз я вижу ее с разных сторон. Я путешествовал по прибрежным городам, видел все, а теперь увидел горы. И это невероятно красиво. И контраст, и гостеприимство. Каждый день совершенно новый. На территории Рицинского реликтового национального парка, которая составляет 390 квадратных километров, соседствуют уникальные творения природы и памятники истории. Парк разделен на 2 функциональные зоны – заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную, в которой допускается курортное лечение, научно-исследовательская работа, отдых, туризм. Воздух, море, лес, все нравится, еда, все нравится. Люди, самое главное. Очень доброжелательные. Нас так прям пугали, здесь такой народ добрый, вообще шикарно. Мы просто в восторге. Да. Больше всего впечатляет? Народ. Гостеприимство Впечатляет однозначно. Абхазский народ, кому бы мы ни обратились, это люди, которые идут на контакт, общаются.
действительно страна души. Действительно, мы в этом убедились сами. С 1 января по 30 апреля в Рицинский парк заехало 24 миллиона туристов, а с 1 по 5 мая более 9 тысяч человек. Билетов реализовано на сумму свыше 3 миллионов рублей. Очень хорошие показатели. Я это, например, связываю, это мое личное мнение, это, видать, связано с закрытием в других государствах, стран, курортов и так далее, с эпидемиологической обстановкой, наверное, так. Но людей очень много. Мы это предвидели, мы готовились, мы готовы к приему любого количества людей. После начала работы в пансионате Ауатхара руководство Рицинского реликтового национального парка планирует организовать турпоходы в горы, как для постояльцев, так и для всех желающих. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.